Дайте телефон. Дай телефон, тебе сказали. Что, понял? Тихо, спокойно, что кричите? Все, понял. Понял. Спокойно, я понял, что спокойно. Что ты понял, а? Что понял, спокойно. Ты что, Все понял, все. Ты понял? Ассаламу алейкум ахкай, доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, зрители канала Даймохк Онлайн. И с вами я, чеченский адвокат в Москве, Саидов Магомед. Продолжаем нашу рубрику «Правовед». Сегодня поговорим о пределах необходимой обороны. В частности, вот мы назвали сегодняшний наш выпуск «Один шаг от потерпевшего до обвиняемого». Рассмотрим ситуацию следующую. Представьте. Идет по улице наш клиент, никого не трогает. В этот момент к нему подходит злодей, начинает требовать от него, к примеру, телефон. Хочется отобрать телефон. Говорит: дружище, отдавай телефон, по добру, по здорову. Наш клиент, соответственно, отказывается, говорит: нет, не буду отдавать и так далее. Злодей начинает толкать его, применять насилие, размахивать руками и так далее. Пытается вот таким вот образом, применяя насилие, отобрать имущество нашего доверителя. В свою очередь наш клиент, тоже не из робкого десятка, парень такой подготовленный, отбивается, как говорится, и полностью пресекает преступные действия злодея. В какой-то момент злодей прекращает уже все преступные действия, говорит: все, я, как говорится, все понял, больше ничего делать не буду и так далее. Таким вот образом все это происходит. Однако наш доверитель, по мотивам воспитательного характера, ему виднее в этой части, начинает воспитывать, так сказать, по-дедовски нашего злодея. Избивает его руками и ногами и так далее. И присказку: еще раз такое повторится и так далее, будешь знать, мол. В итоге все это приводит к тому, что в конечном итоге злодей получает тяжкие телесные повреждения. И, как говорится, вот так вся эта ситуация и заканчивается. В итоге, резюмируя, для обычного обывателя данная ситуация выглядит следующим образом. Мол, злодей получил по заслугам. Ты потерпевший, он обвиняемый. И все, как говорится, больше никаких вариантов. Однако, если пропустить эту всю ситуацию через призму уголовного закона, имеем следующее. Когда наш злодей совершает противоправные действия в отношении нашего доверителя, доверитель действует в рамках необходимой обороны. Но что главное необходимо понимать, необходимая оборона должна быть соразмерной. То есть, если, допустим, злодей с голыми руками пытается отобрать телефон, а вы выхватываете нож и начинаете его колотить, или пистолетом стреляете в область тела и так далее, то вы переступаете пределы необходимой обороны. И в нашей ситуации, которую мы разобрали, доверитель действует в пределах необходимой обороны, то есть он отталкивается, отбивается и так далее. Однако есть очень такая тонкая грань. В тот самый момент, когда злодей прекратил свои преступные действия, и доверитель понимает всю эту ситуацию, что да, в отношении него преступные действия, они прекращены, и угроз никаких уже нет. И в тот самый момент, когда наш доверитель начинает избивать уже злодея руками, ногами и так далее, вот именно в этот самый момент, когда в отношении него преступные действия не совершаются, и он это все понимает, осознает, вот именно в этот самый момент он переходит грань дозволенного, и он из статуса потерпевшего переходит в статус уже потенциального обвиняемого. И все это по нарастающей, дорогие друзья. То есть сначала побои, потом легкий вред, потом средней тяжести, потом тяжкий вред здоровью в конечном итоге получает злодей. В этой связи, в нашей конкретной ситуации это будет 111 часть 1 Уголовного кодекса России, причинение тяжкого вреда здоровью, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Срок наказания до 8 лет лишения свободы. Да, дорогие друзья, такая вот ситуация. То есть еще секунду назад он был потерпевшим, а теперь он стал обвиняемым, и ему грозит реальное лишение свободы сроком до 8 лет. Дорогие друзья, вот от обстоятельств разобранной нами ситуации не страхован никто. Ни вы, ни я, никто. В этой связи хотелось бы дать вам напутственное слово. Держите в руках свои эмоции, следите. Это тонкая грань, на самом деле, она может искалечить судьбу вашу. Поэтому будьте внимательны к своим мыслям, они начало поступков. Дорогие друзья, надеюсь, это видео было полезным для вас, и вы почерпнули что-то новое. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даймохк Онлайн, на наши социальные сети, Инстаграм, пишите, звоните, обращайтесь.
Мы оказываем юридическую помощь 24 часа в сутки. Консультация бесплатна. Наши контактные данные ниже в описании. Кроме того, прошу вас, пишите комментарии, отражайте те или иные обстоятельства, моменты, которые вы хотели бы, чтобы мы разобрали, объяснили.